Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В городе Томмоте Алданского района полицейские спасли 11-летнюю девочку и ее питомцев от агрессивной собаки. Сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, увидели, что возле одного из жилых домов на обочине дороги лежит ребенок, на которого набросилась большая агрессивная собака. Оперативный дежурный и участковый уполномоченный бросились на помощь девочке. Оперативный дежурный несколько раз выстрелил из стабильного оружия для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью ребенка. К счастью, полицейские прибыли на помощь к девочке вовремя. Ребенок серьезно не пострадал. Офицеры оповестили медиков, затем, проводив ребенка до квартиры, передали ее родным. Установлено, что животное набросилось на девочку, когда та выгуливала своих собак породы той-терьер во дворе жилого дома. Позже стало известно, что девочка получила укусы в палец правой руки и правую ногу. Более серьезные травмы получил один из ее питомцев, которому потребовалась срочная операция. Маленькая комнатная собака пыталась защитить хозяйку. Я хотела поблагодарить капитана Зорина и старшего участкового Данько за то, что они спасли моего ребенка от собаки. Мы обратились в больницу, нам сказали поставить уколы, вроде бы все обошлось. Собачка у меня той-терьер очень пострадала, и швы накладывали, и лежит она сейчас пластом. Неизвестно, выживет или не выживет. Поэтому я очень благодарна сотрудникам полиции Томмотской. И если бы не они, то действительно мало ли что. Может быть, и не было бы у меня ребенка. Это очень страшно, я вам скажу. В Якутске задержан 26-летний мужчина, обвиняемый в повторном пьяном вождении. Сотрудники уголовного розыска МВД Якутии задержали жителя Якутска, находящегося в розыске. Неделю назад он не явился на судебное заседание. Обвиняемый является любителем езды в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину ранее уже лишали права вождения и обязали выплатить штраф. Однако он не сделал для себя должных выводов. В начале февраля его вновь остановили на дороге в нетрезвом состоянии. Обвиняемого установили по месту жительства знакомых. Суд изменил меру пресечения, теперь мужчина будет ждать наказания в следственном изоляторе. Перейдем к происшествиям в других регионах. Следователи осматривают место крушения вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку. Авиакатастрофа произошла в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате происшествия погибло 2 человека. По данным следствия, 14 февраля в 10 километрах от поселка Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Скол». На борту находилось 10 человек, из них 3 члены экипажа. Воздушное судно осуществляло плановый полет по маршруту поселок Сабетта, полярная станция Лескино Красноярского края и обратно. В результате авиакатастрофы командир воздушного судна и бортмеханик погибли. Воздушное судно разрушено. По этому факту Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». На месте крушения вертолета обнаружено навигационное оборудование, средства объективного контроля воздушного судна, которые осмотрены и переданы комиссии Межгосударственного авиационного комитета для исследования. С места крушения изъята бортовая документация, личные вещи потерпевших, а также образцы топлива и масла. Сейчас следователи допросили диспетчерский состав, обслуживающий полет вертолета Ми-8, представителей авиакомпании, пассажиров и 2-го пилота, а также специалистов метеорологических служб. Назначены судебно-медицинские экспертизы, также органами следствия изъята техническая документация на воздушное судно, личные дела членов экипажа и архивные записи средств объективного контроля диспетчерской службы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.